Встреча пациента и врача состоялась благодаря усилиям журналиста профессора Екатерины Бебья, которая часто проводит встречи ветеранов со своими студентами. На одной из таких встреч ветеран Отар Богатыля и поведал свою историю. Его спасителем оказался врач-хирург Сергей Тания из Санкт-Петербурга. Я сразу подумала, что, наверное, русский из Санкт-Петербурга. Он говорит, нет, он абхаз. И сказали, что Сергей. Мы узнали, что это вы. Дело в том, что я послала свое сообщение Ирине Домене в Санкт-Петербург, и она очень быстро нашла и телефон, и все координаты. И мы договорились о встрече. Во время Отечественной войны народа Абхазии Отару Богатыля было 22 года. Воевал на Восточном фронте. 11 апреля 1993 года его группа попала под минометный обстрел. В результате Отар Богатыля получил тяжелое ранение обеих конечностей и позвоночника. Раненого бойца сперва лечили в Корчалском госпитале, а уже затем перевезли в Гудауту, где врач-хирург Сергей Таня из Санкт-Петербурга сумел сохранить его обе ноги. Выхожу из наркоза, надо мной 3 бутылки фурацилина стоят, 3 трубки входят в ноги, и около 9 трубок выходят из него. Это, вы понимаете, такая паутина. И спустя какое-то время, когда я почувствовал дискомфорт, пригласили доктора. Сергей Шаликович приходит и начинает настраивать вот эти трубки, где забивается, пробивает, то все. Вот эти моменты я смотрел, и видно было, что молодой специалист, но мне это как-то, знаете, очень было, да, почему-то было мне близко. После того, как я встал на ноги и тому подобное, у меня даже в свое время какое-то было желание получить второе образование медицинское. Я вам честно скажу. Исходя из всего этого. Да, но больше мне тянуло к травматологии, я признаюсь, но это не получилось. И вот так вот сохранили мне обе конечности, да. Военный врач-хирург Сергей Таня в настоящее время является руководителем сочетанной травмы Института скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге и профессором кафедры военно-полевой и экстремальной медицины Педиатрического государственного университета. Когда началась война, ему было 27 лет. В сентябре 1992 года он приехал в Абхазию и всю войну провел в Гудаутском госпитале, спасая жизни наших бойцов. Абхаз всегда привезет человека, если он даже еле дышит. Всегда. Безусловно, конечно, такие люди были. Это состояние называется терминальное, но, тем не менее, последние секунды жизни или минуты жизни мы им тоже облегчали. В основном, конечно, это тяжелые ранения, которые требовали операции. Обязательно, примерно, среднее статистическое время оперативного вмешательства 3 часа плюс. Меньше нету, потому что легких не было. Легкие, абхазский воин, если легкое ранение, его перевязали, все, через 5 минут его нету. Он уехал. На счету у врача-хирурга Сергея Таня и его коллег сотни спасенных жизней во время войны. Детали лечения Отара Богатыля врач сейчас не помнит, потому что таких тяжелых пациентов было много. В годы войны в Гудаутском госпитале было открыто специальное гнойное отделение, которое возглавлял Сергей Таня. Ситуация, если она такая, при гнойных осложнениях, она непростая. То есть ты выбираешь, есть шанс ему выжить, он маленький, с ногами, но маленький. И очень большой шанс без конечности. Ты знаешь, что почти 100% человек лишается конечности, но он точно выживет. И тут нужно было, конечно, выбирать, если стоял такой вопрос, чтобы ты этот промежуток времени не пропустил. Если будет генерализованный сепсис, ничего не успеешь. Тяжелое будет осложнение, не успеешь. Я уже не говорю, что начала формироваться суперинфекция. Поэтому это отделение отдельно создали. Оно было единственное отделение вообще. На встрече присутствовала и супруга Сергея Таня Галина. Она рассказала, что накануне начала войны, 13 августа, у супругов родился сын. Но радость молодых родителей была омрачена вестью из Абхазии. Решение супруга вернуться на родину Галина поддержала. Устроив семью в Санкт-Петербурге, Сергей Таня выехал домой. А мне по телефону говорил только танки в Сухуми, танки в Сухуми. И все, в общем... Он, конечно, очень любит свою землю, свою страну. Пришлось ему уехать, потому что он сказал, что нужно спасать родину, спасать солдат, людей. Я, говорю, что смогу, то буду делать там. Я хоть здесь не находилась, но я вот это испытала, эту боль, это такую
печаль и горечь, что не передать словами. Несмотря на занятость и плотный график в работе, врач-хирург Сергей Таня приехал из Санкт-Петербурга на встречу с бывшим пациентом Отаром Богателия. Я не ждал, что меня узнают или там еще что-то. Для меня важно было, чтобы о нем, о нашем герое узнала Абхазия. Совсем не важно, что человек меня не помнит. Главное, чтобы его помнили, его знали на родине. Благодаря грамотным, квалифицированным докторам в годы Отечественной войны народа Абхазии медики сумели сохранить жизни тяжело раненым бойцам и гражданам. А долгожданная встреча ветерана Отара Богателия и врача-хирурга Сергея Таня является ярким примером того, что здоровые и благодарные пациенты – лучшая награда для врачей. Алика Трапшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение.